Меня зовут Накарпова Любовь Николаевна. Я являюсь директором Института дополнительного профессионального образования и управленческого консалтинга Академии. Многих из вас уже видела в силу того, что достаточно много программ у нас на базе Академии проходит для предпринимателей, для некоммерческих организаций. Поэтому я думаю, что пересечений и знакомств у вас здесь хорошо, и много достаточно, и в такой слаженной команде вы сегодня сможете для себя открыть достаточно много новой информации, может быть, открыть перспективы развития своей деятельности, да, как если мы говорим про предпринимателей, новое направление деятельности, расширение спектра ваших направлений. Если мы говорим про некоммерческие организации, то, может быть, до вас будет доведена информация и появится желание коммерциализировать свою деятельность, выйти на самоокупаемость. И все это проходит, скажем так, в рамках поддержки как раз таки и популяризации социального предпринимательства в Республике Коми, чем ЦИС, Центр инноваций социальной сферы, занимается уже на протяжении 2 лет. И вот мы с большим удовольствием, с большой радостью в этом году повторно выиграли конкурс на получение субсидий с федерального бюджета, да, и теперь вот в рамках данного субсидирования можем и будем осуществлять различные мероприятия, в том числе и образовательные. И вот в этом году первое мероприятие мы решили провести с привлечением нашего коллеги, федерального эксперта Богатого Дениса Сергеевича, профессионала в вопросах социального предпринимательства, федерального эксперта по данным вопросам, директора Центра развития социального предпринимательства Российского государственного социального университета, ну и вообще, в принципе, бизнес-тренера, очень интересного человека, который своей харизмой, наверное, может зарядить много кого и убедить много чему. Поэтому... Я вставлю сразу. Я знаю, почему она так говорит. У них, оказывается, такая практика. Прежде чем тренера выпускать на общественность, они заставляют пройти психологический тест. Поэтому мы немножко и задержались, потому что я проходил психологический тест. Да, продиагностировали, выявили, что да, на самом деле человек достаточно компетентный и обладает очень сильным стержнем и может владеть аудиторией. Так что я думаю, что на протяжении этих 4 часов вам будет интересно поговорить, поспорить, да, подискутировать, потому что основная цель — это на самом деле выработка неких решений, может быть, предложений, которые лягут в протокол нашего мероприятия и посодействуют развитию вашей деятельности. Поэтому, Денис Сергеевич, я передаю вам слово, да, чтобы долго не затягивать, потому что материала много, да. Хочется это все в интерактивном формате провести, чтобы не только услышать информацию, но и еще смогли сформировать некие навыки, которые вам могут пригодиться. Поэтому... Все, спасибо большое. Еще раз добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня будет слышно на дальних рядах? Все нормально, я буду стараться максимально громко говорить. Мне в первую очередь приятно, что сегодня я могу присутствовать у вас здесь на вашем мероприятии и поделиться своим личным опытом, чтобы нам не мешало, я сразу все преграды наши убираю. Действительно, уже как сказали, есть определенный опыт, и мои все тренинги, все мои встречи, они основаны на личной какой-то деятельности, на работе, на том опыте, который я получал ранее. И я с удовольствием этим опытом всегда делюсь, стараюсь, чтобы моя какая-то практическая работа, мои наработки тоже были полезны. Я вас приветствую и хочу, чтобы мы сегодня с вами в течение всего этого периода ловили определенный позитив, расслабились в первую очередь. Мы с вами ни на экзаменах, ни на каких-то там тестах. Мы просто получаем удовольствие от дискуссии, от общения друг с другом и, в общем-то, от обсуждения одной из самых на сегодняшний день перспективных, интересных тем социального предпринимательства. Ну и начну я, наверное, в общем-то, со знакомства с вами. Обычно я работаю на меньших аудиториях, и мне удается почти, скажем, познакомиться, но учитывая, что сегодня нас много, я просто небольшим срезом сделаю. Давайте мы определимся сегодня, кто у нас участвует. Индивидуальные предприниматели или просто предприниматели, неважно какой формы. Если можно. Так, ну, я думаю, 30%. Спасибо. Некоммерческие организации, общественные организации. Ну, примерно так же, да, где-то в таком же. А остальные — это наши просто слушатели, заинтересованные лица, да, или там представители
каких-нибудь, может быть, структур, государственных, образовательных, неважно. Самое главное, что в рамках нашей встречи мне будет интересно услышать и ваш конкретный опыт, как предпринимателей, работников сферы, да, оказания там услуг, не услуг, изготовления товаров, так и общественников. Потому что, в общем-то, сегодня социальное предпринимательство затрагивает как и одну сторону, так и вторую. Ну и, конечно же, почему именно я должен вам что-то вещать, говорить о том, что такое социальное предпринимательство, как им управлять, если вы захотите его использовать. Я еще раз представлю, наверное, свои интересы. В первую очередь у меня в моей профессиональной сегодняшней деятельности присутствует проектный менеджмент. И это очень тесно связано с предпринимательской деятельностью, потому что любой проект, на мой взгляд, и на взгляд многих специалистов, это проектное управление, грамотное ведение и реализация своего проекта. Ну и, безусловно, социальное проектирование, бизнес-планирование, информационные технологии в управлении. У меня есть отдельные тренинги по этому поводу, упрощающие и совершенствующие процесс работы любого предпринимателя. И одна из любимых тем – это публичные выступления, работа с аудиторией, выступления и проведение различных переговоров и тому подобное. Поэтому я постараюсь в течение сегодняшнего семинара, тренинга, просто встречи продемонстрировать и показать некоторые инструменты во всех этих областях моих интересов. Ну, в основном будем останавливаться на теме социального предпринимательства. Ну что, вы готовы? Готовы? Тогда мы поехали, и мы начинаем с основ предпринимательской деятельности в социальной среде. Если говорить о том, что мы сегодня изучим, то, понятно, мне хотелось бы вам дать основу какую-то теоретическую, потому что, не понимая основы того, как это работает, да, и что такое социальное предпринимательство в области именно с точки зрения теории и каких-то вот плохо видно, да, вам? Вы постоянно, если что, поближе. Не понимая теоретических аспектов этого направления, а мы все-таки говорим об этом как новом направлении экономического развития, нам будет сложно понять конкретные примеры, понять конкретные кейсы, реализованные на территории Российской Федерации. Это один из блоков нашей сегодняшней встречи, где мы посмотрим конкретные социальные предприниматели. Моя задача у вас что? Не научить социальному предпринимательству, а погрузить, дать как зерно, да, правильно сказать, посадить вот это зерно, которое в дальнейшем при вашем желании начнет прорастать. И всегда я начинаю свои встречи, свои тренинги с очень хороших слов. Эти слова работают полностью, на себе проверены. Может быть, кто-то из аудитории сейчас точно так же, прочитав их, подтвердит. Слова рождают мысли. Мысли рождают поступки, поступки рождают привычки. Привычки рождают нашу судьбу, и, соответственно, если мы меняем наши мысли, наше мышление, меняется наша судьба. Как обычно мы с вами мыслим? Вы когда сюда шли, какие у вас были мысли? Зачем? Получить знания. Вы для себя четко определили, получить знания. А зачем? Не задали вы себе вопрос? Конечно, задавала. Затем, чтобы использовать эти знания к своей цели. К выполнению своей цели. Цель есть. Да. Отлично. Вот это самое классное. Я с Денисом Богатым хотел познакомиться. Отлично. Спасибо. У кого какие еще были мысли? Наверняка были какие-то такие скептические настроения. Да, зачем идти? Вот. Но я все равно иду, да? Да, и я все равно пойду, потому что, ну, все же идут. Ну, может так. Есть еще мысли у кого-нибудь? Не стесняйтесь. Молодой человек, вы вот шли. Я? Нет, вот за вами, простите, и у вас... Нет, вот вы. Я шел, чтобы узнать что-то новое. А зачем? Вам не хватает жизни нового? Нет, чтобы применить это к своим целям. Цель тоже есть. Какая-то пока Неопределенно. неопределенная. Отлично. Коль я на вас тоже указал, скажите. Мне вообще интересно мероприятие такого рода. Ага. То есть цели никакой нет, просто вот пришли. У меня была цель. Я скажу. Давайте. Очень интересно. Я живу осознанно,
И хочу, чтобы вокруг меня тоже люди жили осознанно каждый день и совершенствовались каждый день. И сюда я пришла за тем, что мне не хватает знаний, чтобы объяснить свою, аргументировать, объяснить свою точку зрения другим, что вот надо жить немножко по-другому, надо меняться, надо находить силы для этого. Как вас зовут? Людмила. Людмила, и вы общественник у нас? Ну да. Людмила, спасибо большое. Очень приятно, когда человек пытается создать вокруг себя, собрать людей, ауру, способную не только ей как-то совершенствоваться, но и при этом она старается, чтобы вокруг нее эти люди совершенствовались. И действительно, система работает. Мы, когда мысль меняем, мы, когда просыпаемся утром и говорим, о, как грустно, или там погода плохая, и все плохо, и на душе плохо, он так и будет. И день такой же будет. Грустный, печальный, без охоты жить и тому подобное. А когда мы просыпаемся и говорим, да ну что это погода, прекрасная погода, хочу, пусть будет идет дождь, но у меня настроение будет прекрасно. И оно действительно будет у вас прекрасно. Господа, я хочу отметить, что на самом деле таких личностей, которые в этой жизни добивались колоссальных успехов только при том, что они хотели и знали, чего они хотели, они добивались колоссальных успехов. Я вам сейчас приведу личности, которые добились колоссальных успехов, неважно в каком возрасте. И мне очень приятно, что Людмила пришла сегодня к нам, и со всеми нами она будет совершенствоваться и постигать новые вещи. Я вам сейчас приведу несколько... Знаете, товарищи? Попов. Нет. Нет. Ну, чтобы сильно вас не мучить, это тест. Какой-то физик. Да, все верно. Это Эдисон. Эдисон провел более 10 тысяч опытов. Он изобрел лампочку. Изобрел лампочку и провел более 10 тысяч опытов и исписал более 40 тысяч страниц. Представляете, колоссальный опыт, колоссальная сила воли изобретения. Ну почему я его привожу? 10 тысяч опытов. Жажда добиться того, над чем он работает, да, чего он хочет достичь. То есть это колоссальная сила внутреннего стержня, который не позволяет ему прогнуться и сказать, ну не получилось у меня с 3-го раза, и уйти, да? Вот каждый из нас бы наверняка сейчас помнит, сколько он брался там за какое-то дело, и если оно там не получалось на раз 3-й, бросал это дело. Ну, личность, которая восхищает меня тем, что действительно 10 тысяч раз сделать опыты. Но одну поправочку, Ирина, я внесу. У него были такие опыты, которые заканчивались взрывами и неудачами, то есть разрушением всего. И после очередного взрыва в лаборатории его ассистент сказал, говорит, профессор, вы нас сейчас чуть не убили. Ну, не погубили, да, можно так сказать. На что сказал профессор, знаете что? Он сказал, теперь я знаю, что этот метод не работает. И пошел дальше делать. Вот это и отличает, да, наверное, целеустремленных, очень живых и знающих свою цель людей от людей, которые живут по потоку. Они не останавливаются, даже если они рискуют собственной жизнью. Хорошо, давайте я вам приведу еще один очень интересный пример. Наверняка вы эту милую женщину не знаете. Ну, я уверен, просто не знаете. Или знаете? Художник. Откуда вы узнали? Картина. Самая известная художница Америки, бабушка Мозес. Как вы думаете, чем она известна? То, что она бабушка и пишет картины. Что она мудрая. Мудрая. Хорошо. Знаете, в чем фишка? Как? Очень правильно. Всю жизнь она работала и трудилась в сельском хозяйстве. Жила бедно, семья бедствовала, по сути дела. И она всю жизнь отдала на то, чтобы взрастить своих детей, на то, чтобы зарабатывать и каким-то образом
существовать в этом мире. У нее была очень тяжелая жизнь, и когда, в общем-то, она достигла очень зрелого возраста, дочка ей подарила мольберт, краски, и она начала рисовать. В 76 лет. 101 год умерла, и при этом создала более 1600 картин и рисунков. Понимаете, колоссальная какая штука происходит. Когда мы занимаемся любимым делом, когда мы получаем удовольствие от того, чем мы занимаемся, мы получаем энергию для того, чтобы жить и творить дальше. Я всегда, когда работаю с социальными предпринимателями, когда разговариваю с ними, я говорю, вы уникальные люди. По одной простой причине, что они занимаются самопожертвованием, по сути дела, жертвуют свое личное время, ресурсы, средства, неважно что, но они от этого кайфуют. Они не останавливаются перед своими препятствиями, которые, как правило, чиновники и все остальные им устраивают, а они двигаются вперед и достигают своих целей. И вот бабушка Мозис, милая женщина, продлила свою жизнь после тяжелого, очень сложного периода своей жизни еще на 25 лет. Но это колоссально. Полковник Сандерс. KFC. KFC, все верно. Вы знакомы с его историей, биографией? Ну, как бы интересно очень человек, на самом деле. Полностью нет, но... 50 с чем-то лет создал компанию, которая стала, в рамках... Да, действительно, нам знаком больше этот человек по вот этому изображению, полковник Сандерс. В 65 лет он стал, в общем-то, одним из самых богатых человеков мира, людей, да? А знаете историю его? Жалко, уже надпись у меня выскочила, перелистал я. В общем-то, человек всю жизнь мечтал, ну, вернее, не всю жизнь, а свой период взросления мечтал стать юристом. Он тоже жил в неполноценной семье, у него была только мама и еще сестра, и с 14 или с 13 лет ему пришлось пойти работать и зарабатывать себе на образование, чтобы стать юристом в Соединенных Штатах. Он адвокатской деятельности, и, в общем-то, после этого у него пошло по наклонной, он открывал придорожные кафешки, что-то делал, но все время прогорал, и у него, в общем-то, к его возрасту, 60 годам, была большая груда долгов, и он не знал, чем делать. А как он пришел в KFC, как он вообще вот стал? Я вам расскажу сейчас. В один из прекрасных моментов он вспомнил, что у него есть прекрасный рецепт приготовления куриных крылышек. И он подумал, а дай-ка я пойду и продам этот рецепт своим в ресторанах, да, там. И этот ресторан купит у меня этот рецепт, и я еще буду получать какие-то дивиденды с использованием моего рецепта. Минуточку. 1006 ресторанов. Вообще нереальная цифра. 1006 ресторанов он проехал, и в каждом из этих ресторанов ему говорили, иди нафиг, идиот. Ну, согласитесь, у нас бы точно так же и получилось, да? Придя в любой ресторан, скажи, вот у меня рецепт, купите его, еще платите мне. Что мы бы получили? Мы получили бы такой же ответ. Но человек не сдался. Он на своем стареньком джипе американском передвигался из одного ресторана в другой, и в итоге он добился. И этот человек стал самым знаменитым, самым известным, самым богатым человеком мира. И до сих пор он живет очень скромно. И таких личностей из истории можно приводить колоссальное множество. Неважно в каком возрасте, неважно при каких обстоятельствах вы начинаете себя развивать, вы начинаете добиваться своих целей. Самое важное, что поставить цель грамотно. Об этом мы сегодня тоже будем говорить. Еще пару примеров. Да? Всем известный Пифагор, в 60 лет он создал свою школу. Чингисхан в 51 год объединил свою армию. Великий Юлий Цезарь только в 51 год перешел Рубикон. То есть вы понимаете силу и мощь этих личностей, которые в принципе добивались своих целей, несмотря на те обстоятельства, в которых они оказывались, возрастных, невозрастных, материальных и так далее. Главное что? Знать, куда мы идем. И знать, чего мы хотим. Это такая была вводная часть, вас немножко взбодрить.
и заставить немножко подумать о том, а куда же мы с вами, или конкретно вы, двигаетесь для себя лично. То есть это такая промежуточная ступенька. В общем-то, завтра, когда все будет хорошо, мы забудем об этом. Я Ну, думаю, что социальное... как вариант, почему нет? Я думаю, социальное предпринимательство – это вид деятельности, который все-таки направлен на улучшение каких-то социальных, ну как сказать, Качество жизни. да, качество жизни. То есть социальное – это вообще социум, да, человек, личность. И решение проблем каких-то масс личностей. Я думаю, что тезис решения проблем Да. все-таки масс. Да. То Социальных есть мы проблем. ставим во главу угла человека. Главный человек. Но каким образом тогда у нас... Деньги, средства. То есть государство будет платить предпринимателю, который решит выполнять те самые функции. Я думаю, так. Для чего тогда государство? Потому что не все государство может охватить, и потом есть предприимчивые, правда, граждане, да, которые могли бы выполнять более эффективно какие-то функции вот эти вот. То есть у нас получается качество. Госзаказ, да, в какой-то степени. То есть социальный предприниматель... Необходимость, ну, как сказать, это необходимость социальная. На сегодня. И навсегда. востребованность, да, можно так Востребованность, сказать. Социального эффекта, то социальные предприниматели, не зря же я сказал о том, что это уникальные люди, а у них в их головушках все-таки стоит в первую очередь социальный эффект. Это люди, которые сердцем горят за то, чтобы решить свои и окружающих социальные проблемы. Я немножко опять проговорился, и теперь уже не буду задавать вам вопрос. Люди, социальные предприниматели, это люди, которые в какой-то степени столкнулись сами с этой социальной проблемой. Не просто так пришли, вот сейчас любого из вас возьми и скажи, занимайся социальным предпринимательством. Нет, если у вас нет собственной какой-то социальной проблемы, вы никогда ее не начнете решать. Согласитесь? Все правильно. Правильно. Я подтверждаю это. Не встречалась, наверное, с такой проблемой. Можно я вот спрошу? А я подтверждаю. Вот я сам родом с Ижинского района, с деревни. Ижинский район это вот в республике Коми у нас на севере. И там есть, получается, населенный пункт, который удален от районного центра. А там живут в основном пенсионеры, как бы, ну, люди, которые, молодежь уезжает в город, учится, потом остается работать в городе, а там остаются пенсионеры. И один предприниматель купил лодку, а добраться до райцентра можно только по речке. И он зарабатывает деньги на решение социальной проблемы добраться до райцентра. Это социальное предпринимательство? Вопрос в другом. Зарабатывать деньги, это доступная услуга? Да, доступная, вполне. То есть каждый может себе позволить. Воспользуются. Могут, да? Если пользуются, конечно. Да. В таком случае, да. То есть есть конкретно социальная проблема, вот этот кризис, да, кризис. Мы записывали его как понимание экономического кризиса, но мы можем локально рассматривать кризис конкретной территории. Вот кризис вот этого района, о котором говорит коллега, да, заключается в том, что нету моста, либо нет специальной дороги, по которой могли бы доступно самостоятельно передвигаться. Это кризис для населения. О социальной значимости своего... Можно я еще добавлю? Государство несколько лет пыталось решить эту проблему, выделяло субсидии на покупку техники, АТП, и вот все вот было так, то техника это ломается, то там она там еще что-то, ну то есть куча проблем, которые решает государство, да, и когда на рынок зашел, ну именно этот предприниматель, про проблемы все забыли, то есть, ну, то, что там лодка не работает, потому что предприниматель, он в первую очередь отвечает за ту услугу, которую он оказывает. Качественный заказ, госзаказ, по сути, да, и востребованность. Вот ключевые моменты, которые мы даже вам сказали. Ну и услуга в момент кризиса. Направление только в России.
В Европе, в Соединенных Штатах социальное предпринимательство развивается достаточно давно. Еще с прошлого века, с 60-х годов, социальное предпринимательство вошло в обиход и начало, в общем-то, там активно развиваться. Не знаю, по этой ли причине у них более развитые экономики, либо нет. Скорее всего, тоже выстраивалась какая-то система. Но в нашей стране это только зарождается. А в некоторых странах это уже работает и приносит хороший доход. Давайте посмотрим. Ну вот Англия, да? 62 тысячи социальных предпринимателей. И в экономику они вносят 62 миллиарда фунтов в год. Понимаете, да? 800 тысяч людей задействовано. И у них не стоит задача деньги положить себе в карман. Ну, это сферы, в которых социальное предпринимательство наиболее активно сегодня развивается. Хозяйство, услуги и ряд других, очень много таких примеров. И хочу сразу привести вам слова, которые характеризуют вообще социальное предпринимательство. Действительно, известное высказывание основателя компании Ашока, Билла Драйтона, которое, в общем-то, многие используют и приводят как, наверное, постулат такой, да, который неоспорим. Социальное предприниматели не довольствуются тем, чтобы просто дать человеку рыбы, либо обучить, как ее ловить. Они не успокоятся до тех пор, пока не революционизируют саму рыбную отрасль. Если вчитаться и углубиться в эту систему, то мы с вами четко поймем, что социальные предприниматели – это люди, которые действительно столкнулись с своей проблемой и которые ее пытаются решить. Не просто для себя, а изменить систему. Человек бы мог решить для себя проблему передвижения по этой реке? Для себя просто. У него есть лодка, он бы передвигался, и его бы, там, членов семьи возил бы. И устроило бы. Зачем я буду целый день сидеть и ждать, когда кто-то ко мне придет, чтобы кого-то перевозить? Но этот человек не остановился на этом, он взял и создал саму систему, которая изменила вообще ход жизни, скорее всего, этого поселка. Наверное, больше и важнее будет сказать о том, что такой главный отличительный элемент, что это все-таки социально предпринимательство, новый экономический подход, решение конкретной социальной проблемы и получение прибыли. А НКО это имеющая в качестве основной цели свою деятельность извлечение прибыли, не имеющая, да, извлечение прибыли, а все-таки решение вот этой социальной проблемы. Конечно, некоторые НКО могут осуществлять деятельность, приносящую доход, но весь этот доход должен быть направлен на те цели, которые прописаны в уставе, на уставные цели. Но определение определением, а есть вот конкретная такая картинка, я специально ее показал в сравнительности, чтобы вы могли увидеть, какой эффект экономический или неэкономический у нас получается. Есть какие-то общие моменты, там рабочие места, они одинаковые, да? Решение социальных проблем тоже одинаковые. Но социальное предпринимательство отличает от некоммерческого сектора возможностью производства какой-то услуги, которую можно продавать, реализовывать, оказывать и получать прибыль. И какой эффект мы получаем? Рабочие места создаем, услуги производим, прибыль получаем, налоги с прибыли, дай бог, если мы зарегистрировались, все хорошо, отчисляем. Посмотрите, сколько выигрышей. Государство получает стабильный рынок оказания услуг и налоговые отчисления. Да. Снимает напряженку на рынке труда. Да. Новые услуги вводит. Да. Причем социальное предпринимательство, в общем-то, отличает от обычного предпринимательства то, что они не только решают социальные проблемы, они их решают с помощью каких-то новых методов и механизмов. И об этом мы тоже с вами поговорим, какие методы и механизмы можно будет использовать. Это не Красный Крест, условно, да, крупные такие международные компании, то НКО по большей части действительно они вынуждены
постоянно искать себе прибыль, постоянно искать, вернее, дополнительные средства, чтобы как-то выживать и работать. Но сегодня что у нас оказалась проблема? Какая у вас проблема сегодня есть в финансовой части? Честно, откровенно. Мы занимаемся финансами. А чем вы занимаетесь? У нас тысячи людей, около 20 малообеспеченные. Их проблема нет, кто не занимается, ни государство, ни предприниматели, никому не нужно. Вот мы этим всеми занимаемся, все вместе с отчетом. То есть организовались, но это долго. Расскажите, что вы делаете, как вы занимаетесь? У нас коми, региональное, общественное движение, социально полезной помощи, социальной, общественно полезной помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Хорошо. Скажите конкретно, что вот есть у меня семья социально незащищенная, что конкретно для нее вы можете сделать? Делается абсолютно все. Значит, мы не занимаемся реальным сексуальным услуг, не занимаемся криминалом. Все остальное, что в жизни есть, все у нас есть. Ей нужны деньги на то, чтобы ребенка отдать в школу условно или в детский садик. Как вы ей Значит, я поможете? ее подготовлю профессионально, рекомендую на работу, ее возьмут, она будет зарабатывать и решать свои проблемы. Хорошо, если такая есть уверенность, что ее возьмут на работу, а если не возьмут? Нет, возьмут. Если она ленивая. Да, не хочу я работать. Да. Пьющая, Вы ребенка отказываете, надо. получается, да? Нет, если она ленивая, она что-нибудь умеет хорошо делать. И вот в чем она талантливая, в чем у нее призвание есть, я ее еще подготовлю, рекомендую, она будет заниматься любимой работой, она будет говорить, я хожу на работу каждый день, как на праздник, она постарается так работать, чтобы ее не выгнали, чтобы Бросить организацию поддержать, чтобы хорошая репутация была обязательно. Хорошо. И к нам будут все время обращаться люди. Как к вам можно обращаться? Галина Ильинична. Галина Ильинична, понятная ситуация. Еще буквально отвлекемся один момент, чтобы мне было понятна ситуация и могли бы дальше работать. Скажите средний возраст ваших участников, вашей общественной организации. Ну, от 12, 13, 14 лет, которые обращаются, это дети, которые научились... Нет, работают, именно работают, не И до потребители. 85-6. Не потребители, а именно те люди, которые оказывают услуги. То есть человек 12-13 лет может оказать консультационную услугу пьющей женщине, женщине, которая оказалась в сложной ситуации, и сказать, как ей нужно пойти и работать. Нет, она может пойти и Мне принести кажется, не понимаешь вопрос. молоко. Я понял, да. Или помыть пол, или просто пообщаться, или послушать. К сожалению, это использование детского труда. Законодательством у нас это запрещено. Ничего личного, это просто уточнение информации, и привожу пример. Уберем ребенка 12-13 лет, пусть она учится лучше и... Она может прочитать стихи. Вы знаете, что это такая неправильная позиция, мы все выросли в труде, все, с 5 лет. Как только научились, и даже моложе, там принеси тапочки, принеси то, принеси все, и мы выросли в труде. Труд это самое воспитание. Я знаю. И говорить, что вот мне говорит 12-летний подросток, мой внук, говорит, я еще ребенок. Да ты что, говорю? Мои дети начали зарабатывать еще, не окончив детский сад. Ну, потому что жизнь такая была в 90-е годы. Дело в том, что они не стали хуже от этого. Конечно. И я тоже вот начала нянчить в 5 лет, но я получила несколько высших образований и так далее, и школа не страдала. Чем больше человек занят, тем он больше ценит время. Согласен. И тем он больше он успевает. Согласен. И труд говорить, что 12 лет ребенок не может, он ребенок, и ему не надо трудиться, это вот огромная ошибка. Многих. Я понял. Вы меня неправильно поняли. Я просто решил человека не трогать этого ребенка, а взять просто среднестатистического, я думаю, лет 60 у вас волонтер, лет 60, да? И 70. Средний возраст 60-70 лет. И вот посмотрите, неужели человеку в 60-70 лет не интересно еще к своей пенсии иметь дополнительный какой-то заработок, небольшой? Ведь вы же можете оказывать эти услуги еще и по заказу государства, да, которое, по сути дела,
у нас социальное государство должно это оказывать. Она не должна идти в общественную организацию, она должна идти в соцзащиту и получать квалифицированную услугу. Ведь мы же не знаем, насколько квалифицированы ваши специалисты, которые консультируют ее, и нет никакой уверенности, что после этой консультации она не пойдет и не выбросится. Они не консультируют, они оказывают услугу, потому что это врач, Это специалисты. Здесь работают специалисты. Все. Спасибо большое, коллеги. Мы на кейсах будем останавливаться тогда более детально. Конечно. Конечно. Спасибо. Спасибо, что пришли. Останавливаться подробно не буду. Я хочу просто развести два понятия. Мы не говорим сегодня о некоммерческих организациях. Мы говорим сегодня о предпринимательстве, которое направлено на решение социальной проблемы. Понимаете, да? И по сути дела, если мы говорим о финансовых оборотах, то более устойчивое экономическое и стабильное финансовое состояние у предпринимателя, который занимается решением социальной проблемы. И как работает вообще социальное предпринимательство? Давайте по теории немножечко вам расскажу. Социальное предпринимательство использует два компонента. Это предпринимательский подход и инновационный подход в решении социальной проблемы. Используется несколько ресурсов, человеческие, финансовые, но эта комбинация ресурсов дает новый продукт, который позволяет выходить нам на самовоспроизводящийся механизм производства социального блага. Опять же, сразу на примере расскажу. Мы с вами столкнулись в 2008 году с кризисом экономическим, глобальным кризисом. Помните все, да? Первая волна там, тому подобное. Была проблема нехватки мест в государственных дошкольных образовательных учреждениях. Каким образом стало государство решать эту проблему? Вот здесь как раз и пошел госзаказ на то, что можно было открывать группы дневного пребывания для детей и предоставлять возможность родителям идти работать. Зарабатывать, подрабатывать, но при этом решалась проблема с нехваткой мест в государственных учреждениях дошкольного образования и решалась вопрос финансовый этих семей. Не у каждой семьи есть бабушки, не у каждой есть дедушка там, или кто-то из родных, который бы позволил себе. Вот вам хороший пример комбинации предпринимательского сектора, да, или там предпринимательского направления и инновационного подхода, что открыли группы дневного пребывания. Раньше мы вообще, наверное, и думать не могли о том, что может быть частный детский сад. Да? Что вообще это за такое? А ведь сегодня частный детский сад, благодаря инновационным методам, позволяет настолько уровень подготовки детей дошкольного возраста повысить, или использовать какие-то новые методики, там, различные, там, Монтессори систему, ряд других, которые позволяют ребенка достаточно качественно подготовить там, к самостоятельной жизни. Что благодаря материнскому капиталу, благодаря другим методам, говоря о том, что мало детей рождается, оно не просчитало, что дети ведь родятся, их надо куда-то устраивать. И эти детские сады, которых было достаточно в советское время, они передали разным структурам. То есть государство, то, что оно профукало, как можно сказать, ну, в общем, неграмотно управляло, оно решило съехать вот на этом, дало госзаказ частным лицам, вот решите, пожалуйста, нашу проблему. Мы не додумались, мы не знали, мы дальше не посмотрели, мы дальше своего носа не видели. И поэтому вот, пожалуйста, помогите. То есть и сейчас детские сады, вот эти частные, кто туда ходит? Опять разделение детей. Ходят те, кто или последние деньги дает, потому что он осознает, что ребенка надо развивать, или же у него достаточно денег, чтобы водить в детский сад, где-то занимается с ним чуть ли не отдельно, чуть ли не индивидуально. Это расхождение опять, у меня, у бедной, ходит в обычный детский сад, где группа чуть ли не 30 человек серебут и так далее, а у соседа ходит в группу, где с ним одним занимаются, у него есть деньги, чтобы это обеспечить. Это опять расслоение уже начинается с разные ступени, нет, разные у детей не только родились, подождите, у них
только родились, а у них уже разные возможности. Они уже, один идет туда, где бедные, нищие, а другой идет туда, в золотую молодежь. Спасибо. Коллеги, сразу поясню тот момент, что вот государственные учреждения, вот эти помещения, о которых коллега сказала, они были, в общем-то, не в 2000-х, когда там материнский капитал объявили, да, разграблены, а в 90-е, когда вообще вся страна у нас рухнула, шла по наклонной, правильно так сказать. И вернуть в одночасье эти учреждения или помещения, которые могли бы использованы быть, нельзя просто по одной простой причине, что юридически это не делается быстро. И, безусловно, государство в какой-то степени постаралось вернуть часть этих помещений, но не хватает этого всего. Это один момент. Второй момент. Я хотел бы сразу вспомнить начало нашего. Вспомните те слова. Меняем мышление, меняем нашу судьбу. Если мы так и будем мыслить о том, что наш ребенок бедный, несчастный, и вот он не равен там соседскому, то он так и будет всю жизнь жить с такой мыслью. И частный детский сад создавался не для того, чтобы развести две категории способных и неспособных платить за ребенка, а создавались для того, чтобы освободить вашу мамочку, и она бы пошла работать, а не сидеть дома с ребенком, и зарабатывать эти же деньги, позволяющие оплачивать ребенку в этом детском садике частном. Вот логика была. Вот логика. И пойду дальше, поскольку это частные, да, они постоянно находятся в конкурентной среде. Они должны четко заботиться о методике, схеме, там, механизме работы своей. И государством, между прочим, предусмотрена система лицензированным детским садиком, имеющим лицензию, компенсировать часть затрат родительских на пребывание этого ребенка в детском садике. И я делал расчеты, но правда по другому региону, не по вашему региону, по другому региону. Разница между оплатой государственного дошкольного образовательного учреждения и частного составляла 3-4 тысячи, ну там в каких-то местах 2 тысячи, 2-3. С вами проговорить момент, может ли бизнес содействовать развитию социального предпринимательства. Бизнес, я подразумеваю, это крупный бизнес, который делает деньги из тех ресурсов, которыми он обладает, добывает. Ну, то есть это крупные производственные какие-то предприятия. Вот способен ли бизнес содействовать развитию социального предпринимательства? Да. Да? Да. Да, совершенно верно. Но здесь я ввожу еще новое понятие, как корпоративная социальная ответственность. Сокращенно КСО. Слышали что-нибудь? Да. Слышали? В большей степени нет. Вы не стесняйтесь, потому что мы сегодня здесь для того, чтобы, в общем-то, узнать что-то новое. Если не знаем, то изучаем. КСО, корпоративная социальная ответственность, это как раз та линия работы крупных компаний и предприятий, которые используют недра, либо используют те ресурсы, которые, по сути дела, принадлежат государству. Народное достояние. Можно так назвать. Народное достояние. Это может быть железная руда, это может быть какие-то залежи, это может быть нефть, это может быть газ и тому подобное. Корпоративно-социальная ответственность. Она подразумевает что? Что предприятия, которые используют территории, ресурсы, должны компенсировать каким-то образом в социальную среду ту прибыль, которую они получают, в общем-то, от этих ресурсов. Но сегодня крупные предприятия, компании понимают, что просто инвестировать деньги в развитие территории, это уже не совсем достаточно. Потому что, конечно, они, во-первых, их инвестируют на территориях своего присутствия. Это однозначно, они не будут, если они добывают железную руду на одной территории, а деньги будут вкладывать в развитие другой территории, это не их вообще интересы и не их логика. Они будут, конечно, инвестировать на территорию, где они присутствуют, чтобы компенсировать те экологические элементы там, негативные, которые они производят и тому подобное. Но не просто вложить деньги в развитие, а вложить эти деньги, чтобы они работали, чтобы они постоянно самовоспроизводились, как говорится. И отвечая на этот вопрос, безусловно, можно и точно можно сказать, что
крупные компании, крупные предприятия способны делать свой вклад в развитие социального предпринимательства. Приведу примеры таких крупных компаний, как Лукойл. Вы все слышали, да? Компанию Лукойл. Да, конечно. Лукойл создала и создала фонд поддержки социального предпринимательства, фонд «Наше будущее». А насколько я знаю, руководитель Олег Перов, да, его, по-моему, Лукойл, это первый вообще, ну, то есть основоположник социального предпринимательства в России, да? Действительно, Олег Перов, благодаря там своей компании, своей команде, начали развивать направление социального предпринимательства, и вот это начало было положено как раз в 2008 году. Фонд был создан в 2007, и в 2008 как бы вот начал развиваться, и сегодня фонд «Наше будущее», и все мы вот там РГСУ и ряд других компаний, они все взаимосвязанно работают над темой социального предпринимательства. И даже вот ряд роликов, которые я вам буду показывать, примеров, это социальные предприниматели, которые в какой-то степени взаимодействовали с фондом, либо с нами, и мы над этим работали. Теперь давайте поговорим об экономике. Мы с вами говорили о социальном эффекте и говорили о социальном воздействии на вот эти проблемные зоны. Теперь давайте поговорим о том, насколько социальное предпринимательство может влиять на экономическую ситуацию в стране. И вообще, способно ли оно влиять, решать эти вопросы, да, экономические. Мы уже не раз с вами сталкивались на примерах, что трудоустраивая людей, мы получаем дополнительное налоговое отчисление, мы решаем конкретную социальную проблему, связанную с трудоустройством людей, то есть заработок семьи, да, там получается повышается. И мы говорили о том, что помимо вот социального эффекта у нас появляется еще и экономический эффект. Экономический эффект повышает совокупную вот эту экономическую ситуацию за счет применения неиспользуемых материальных человеческих ресурсов. И это престижно, и это выгодно, и это сегодня востребовано. Но какие есть, если говорить о структуре разделения предприятий, экономисты, те люди, кто связан с экономикой, они четко понимают, что есть несколько типов компаний. Но вот коллега наша относится больше к компаниям чистой филантропии. То есть она не имеет вообще никакой прибыли от своей деятельности. Она жертвует своим временем, она жертвует своими ресурсами, и, в общем-то, у нее что? Мотив какой? Добрая воля. Менять мир. Правильно я говорю? Есть компании, которые основаны чисто на коммерческой основе. Работают чисто на коммерческой ветке развития. Какая личная выгода? Мотив – личная выгода. Но есть и гибридная система организации. Это как раз и есть сочетание благотворительности и коммерческой деятельности. И в начале, в самом развитии социального предпринимательства многие говорили, что социальное предпринимательство имеет очень тонкую такую прослойку, стеночку между благотворительностью и предпринимательской деятельностью, бизнесом. И практически непонятно, в какой момент ты занимаешься благотворительностью, а в какой момент ты занимаешься бизнесом. И вот гибридная система, группа, организация, она определяет смешанный мотив, то есть у него есть и элемент зарабатывать деньги, и элемент воспроизводить какое-то социальное благо, добрую волю, и определяет сочетание миссии рынка, те методы, которые он будет использовать для того, чтобы его компания существовала. Какие методы, какие социальные могут быть там, миссии? Он понимает, что сегодня моя миссия помочь инвалидам, и при этом у него есть четкое понимание того, чтобы помогать, я должен зарабатывать, я должен давать зарплату людям. Соответственно, вот девушка ко мне подходила, как вас? Евгения. Евгения, у нее есть миссия, скорее всего, какая-то, сделать более здоровую нацию за счет оказания медицинских услуг, потому что она сама специалист-медик, в сфере восстановительной там, физкультуры, массажа и тому подобное. По сути дела, ведь она действительно может решать эту проблему социальную. Можно? Да. Я вхожу в состав инициативной группы по созданию реабилитационного центра для детей от 0 до 5 лет. Я могу тебя познакомить с этими людьми.
Вот так и рождается у нас вот это сообщество социальных предпринимателей. Вот коллега тоже перед началом подошла, сказала, говорит, нашла уже себе клиента, тоже попросили помочь в присмотр. Так вот, конечно, у нее миссия сделать мир лучше, там, здоровую нацию, но когда она это начнет реализовывать, она столкнется с массой проблем, которые требуют ее затрат. И она должна будет найти еще и способность из своих благих целей найти момент, где она может зарабатывать деньги. Я просто к чему? Я сейчас не хочу вас углублять в экономическую теорию и типов организации, просто вы должны понимать для себя, что социальное предпринимательство имеет гибридную систему организации своей деятельности. И, конечно, можно говорить много о проблемах, но, в общем-то, дело не то, как эту проблему сформулировать, а главное, в общем-то, поставить грамотно цель по решению этой проблемы. И в связи с этим сегодня в Российской Федерации создается такая система развития и поддержки социального предпринимательства, как сеть центров инноваций социальной сферы. В общем-то, благодаря кому сегодня мы все собираемся. Это та инфраструктурная площадка, которая способна и имеет возможность давать вам, помимо образовательных, консультационные услуги, методические какие-то менторские моменты, сопровождать вас, продвигать и помогать вам грамотно достигать своих целей. И вообще тема ЦИСов, она уже давно идет, с 2013 года. По России сегодня работает 18 регионов по методике Центров инноваций социальной сферы. И в том числе крупные компании, возвращаясь к вопросу, способен ли крупный бизнес содействовать развитию социального предпринимательства, точно так же создают свои центры инноваций социальной сферы. Я вам покажу видеоролик компании «Русал», одной из крупнейших компаний России, которая создала на своей территории присутствия сеть центров инноваций социальной сферы. Но в данном случае я вам показываю не «Русал», а рассказываю, и там хорошо показано, чем занимается Центр инноваций социальной сферы. Чтобы вы знали, будущие те, кто захотят заниматься социальным предпринимательством, знали, к чему и с кем вы можете работать. Хорошо? Немножечко так. Я со звуком переживаю. Мероприятие «Инфраструктурная поддержка». Сегодня вот мы как раз на круглом столе обсуждали, как в Республике Коми вот это все аккумулировать, как это можно все создать. И в принципе нашли решение. Я надеюсь, что так оно и дальше будет развиваться, что и бизнес-инкубатор подключится и будет взаимодействие выстраивать, предоставляя вам на льготных условиях там офисные помещения, и ресурсный центр, да, был второй? Центр развития предпринимательства тоже подключится со своими ресурсными возможностями. И самое главное, что вы, как социальный предприниматель, надеюсь, будущее, те, кто загорятся, у кого лампочка вот эта сверху загорится, да, в итоге, они будут знать и понимать, к кому обращаться и с кем работать. Вот это очень важно. И мы хотим создать сеть центров инноваций социальной сферы по всей России, позволяющие координировать эту работу, комплексно подходить к тому, чтобы вы получали те знания, ту помощь, которая востребована будет на тот момент, и создать такие центры комплексного такого обслуживания. Но это вторая тема, не буду вас грузить этой штукой, но хочу отметить, что вот этот спектр услуг, которые сегодня Центр инноваций социальной сферы бесплатно, безвозмездно для вас осуществляет полностью для того, чтобы вы развивались. Я правильно говорю, Любовь? Да, я бы еще хотела немножко этот акцент расставить на того, в чем преимущество, да, для социальных предпринимателей и почему, может быть, это может быть вам интересно дополнительно, потому что, по сути, ряд тех услуг, за которыми вы обращаетесь за деньги, там, бухгалтерское сопровождение, юридическое сопровождение, да, участие там при обеспечении государственных и муниципальных нужд, закупках, да, менеджмент, делопроизводства, в принципе, специалисты Центра инноваций социальной сферы готовы вам предоставить и обеспечить. То есть ваше полностью сопровождение. Это тоже, с одной стороны, экономия ваших денежных средств, вам не нужно кому-то платить на стороне, а с другой стороны, это некое обучение и формирование своих профессиональных компетенций по этим вопросам. Бесплатно? Да, и это бесплатно. Без оплаты. А?
Это не бесплатно, но для вас Без безоплатно. оплаты, Это, да. это компенсируется за счет средств федерального бюджета. То есть каждая консультация, за которую вы обращаетесь, по идее она стоит денег, безусловно, но для вас она бесплатна, так как бюджет за это платит. Поэтому и вот этим ресурсом не воспользоваться с моей стороны кажется глупо, когда есть специалисты, профессионалы своего дела, которые непосредственно занимаются сопровождением коммерческой деятельности, либо сопровождением некоммерческой деятельности, да, знают нюансы социального предпринимательства, они могут вам оказать компетентную помощь. Это раз. А второй очень важный момент, с моей точки зрения, это, конечно же, участие в грантах, а именно подготовка и содействие вам в подготовке проектов, которые соответствуют тем требованиям и условиям, которые предъявляются либо органами власти, либо различными фондами. Да, то есть если вы пытаетесь самостоятельно поковыряться, составить смету, составить проект, паспорт там проекты и все остальное, то здесь люди-профессионалы, которые сели на этом собаку, готовы конкретно ваш проект индивидуальный разобрать, да, и конкретно помочь подготовить всю документацию. Помимо тех специалистов, которые работают в Центре инноваций социальной сферы, то есть две штатные единицы, и они в доступе 8 часов, да, с 9 до 17,5 дней в неделю, также у нас у Центра инноваций социальной сферы заключены договора с узкоспециализированными экспертами, которые также в индивидуальном порядке могут с вами работать, соответственно, по тем или иным вопросам, уже немножко в другом ракурсе. То есть возможностей достаточно много, и мне кажется, что этим нужно обязательно воспользоваться. И вот этот Центр инноваций социальной сферы базируется здесь, я понимаю, в Академии? Он при Академии, но базируется на Карла Маркса 221. То есть у них отдельный кабинет, у них есть зона, где можно там разложить бумаги, поработать. 410-й, по-моему, кабинет. Какой, Людмила? 420-й, да. 420-й. Да, 420-й. Ну и скажите, пожалуйста, вот я туда много раз обращалась и раньше, и вот с 3-го форума гражданского, с 3-го, сегодня, вот в этом году, в том году был 7-й, ставится цель, что нам, общественникам, будут помогать. И мы надеялись, что какой-то будет центр, или там еще что-то. Но дело в том, что никто с 2004 года мне не смог помочь. Почему? Потому что у меня бесприбыльная. Люди не понимают, что если мы создадим команду нравственных людей, которые живут принципами, да, то сразу прибыли не будет, но потом может быть колоссальный успех. Вот я приводила пример с совхозом, в десятки, не во сколько-то раз у них улучшилась прибыль, увеличилась, а был заброшенный колхоз. А в десятки раз, потому что нашелся моральный лидер, который повел за собой. Абсолютно верно, но хочу еще раз ваше внимание обратить на то, что Центр инноваций социальной сферы занимается вопросами поддержки социальных предпринимателей. Он не занимается общественниками, он не занимается НКОшками. Он НКОшками занимается только в том случае, если НКО хочет коммерциализировать свою деятельность, если они хотят стать социальными предпринимателями. Они консультируют субъекты малого и среднего предпринимательства по вопросам их перерождения в социальное предпринимательство. И не нужно думать, что Центр инноваций социальной сферы – это та организация, которая на безвозмездной основе для вас, да, оказывает услуги всем, да, любой некоммерческой организации. И вот если там в предыдущий год мы более лояльно относились к этому, мы обслуживали ТОСы, мы консультировали, там, готовили проекты для ТОСов, то сейчас перед нами и Центр развития социального предпринимательства РГСУ, и Министерство экономики Российской Федерации очень четко поставило рамки, с кем мы конкретно должны работать и на кого мы должны тратить свои ресурсы, свою энергию. То есть, да, безусловно, мы можем заниматься всем, но тогда социальному предпринимательству, сами понимаете, отведется достаточно маленькая. Но там была тема образования. Я добавлю просто, это не то, что нам захотелось, и мы так вот сделали, там Минэк захотел и сказал только вот с социальными предпринимателями или субъектами мало-средних. Дело в том, что деятельность, которую ведут Центры инноваций социальной сферы, они ведут в рамках определенного законодательства. В данном случае 209 федерального закона. Это федеральный закон о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства, куда не входит понятие общественных организаций, куда не входит понятие некоммерческих организаций. В связи с этим у них просто в KPI
нету такого пункта, как поддержка или там развитие некоммерческих Либо это не организаций. то, что даже в KPI нет, это получается Нецелесообразное использование федеральных средств, когда мы, получая деньги за консультации, да, социальных Совсем предпринимателей, оказываем консультации абсолютно другим категориям организаций, там, либо граждан. И тут вот за этим нужно очень четко смотреть, потому что нам это в результате выйдет дороже. Это уже не ФЗ, это уже УК. Это уже да. Да, поэтому вот сейчас мы очень... той территории, где они находятся, зная всю экономическую, социальную ситуацию на месте, могли адекватно оценить, насколько это будет востребовано. Да, Мы ну, просто к этому я думаю, что подошли. Денис Сергеевич уже говорил, да, о том, что это решение социальных проблем. Сегодня это может быть проблемой, Да. а завтра это уже не проблема. Да. Поэтому вот инициатор РГСУ является социологического исследования территории Республики Коми. И мы на каждой территории, то есть в каждом органе местного самоуправления, попытаемся выявить те социальные проблемы, которые существуют там. Потому что, может, в Сыктывкаре это проблема, да, а в Усть-Имском районе это не проблема. И в результате, там, готовя проекты и заявляясь на поддержку, чтобы не получилось у нас эффект обманутых надежд. Да, Да, Вот еще вопрос еще. вкладываем одно, а получаем другое. Скажите, пожалуйста, вот если, допустим, к вам обратился, ну, какой-нибудь гражданин, да, со своим вопросом, то есть относится ли это к социальному предпринимательству, и ему ответили, что нет, не относится. Может быть, ему предложат что-то? Вот Безусловно, есть то есть да? это консультирование не только социальных предпринимателей, но и лиц, желающих заниматься социальным предпринимательством. Это может быть консультирование некоммерческих организаций, которые хотят перейти в социальное предпринимательство и развиваться в этом направлении. То есть варианты какие-то могут предложить, что у нас вот актуально на сегодняшний день в Сыктывкаре, Ну, вот скажем, системно мы хотим построить в этом году работу именно таким образом. Ну, Потому что это не просто, да, ответ на запрос, а это еще и некая там постработа и направление, ну, то же самое менторство, да. Потому что на самом деле грани очень Можно тонкие. вот я прокомментирую это? Я обратилась в ЦИС, в общем, на Карла Маркса, да, и ну, рассказала о себе, они уже меня знают, эти девушки. И что они мне предложили? Я говорю, я вот хочу вкладывать в село свое Кыркич. У нас было известное село, там много ушли с этого села на войну. Там был клуб большой, там вот она, так, и мне дали что? Мне сказали, что ну вот у нас есть проект на установку памятника погибшим, например. Там очень много... Так, подождите минуту. Вот я хочу сказать, что мне предложили памятник. Конечно, это входит, нет, это входит в мои задачи. Это почему? Потому что бессмертный полк мы все поддерживаем, все за. И памятник в своем родном селе Кыркиш, где у нас стоит там 150-летний дом, нет, Кыркиш, в Кишпогорском районе, памятник воинам, а там огромнейшее кладбище, и оно всегда ухоженное, значит, люди туда приезжают, за могилами ухаживают. То есть это село, которое можно возродить. Но, конечно, можно начать с памятника погибшим. Но это только очень маленькую часть решает. Я здесь поняла следующее. Вот, например, я курю, выпиваю, там, гуляю, например, да, я родила ребенка, у меня ребенок инвалид родился, моего ребенка вынашивают. Значит, вы выпиваете, ну, потому что, чтобы вам спокойнее было жить, вы курите, но, а мы создадим организацию, которая будет, вы родите вот этих недоношенных, там, больных детей, а мы будем их вынашивать, мы их будем помогать, чтобы они выжили и так далее. А вы живите так, как вы живете. Нет, То есть вот, то есть есть вот, нет, это в принципе, я говорю, это образный такой пример, образный. То есть это не, я, может быть, неудачно взяла, но дело в том, что надо решать коренные вопросы, коренные, фундамент, а фундамент строится на Я понимаю, морали. но если вот конкретно рассматривать вашу ситуацию, ваше обращение, когда вам сказали, что есть некий конкурс, да, либо там, возможно, субсидию, грант, именно вот на это, ведь не ЦИС устанавливает, кому выдавать, да? Это не ЦИС, это органы власти, либо какие-то фонды, это какие-то фонды, которые именно по этой теме выделяют денежные средства. Поэтому мои коллеги вам, наверное, и предложили перечень тех проектов, на что можно получить деньги. Давайте, все, коллеги, закрываем тему, мы отвлекаемся, потом, ладно, 2 минуты. ЦИС не мог предложить памятник, это совсем не повод. Уважаемые коллеги, я специально сейчас быстренько так перелистну примеры, потому что перед примерами я хочу сказать о целях и вообще о проектном менеджменте, да? Поскольку все-таки я надеюсь, что вашей деятельности, те, кто ведут сегодня коммерческую деятельность, предпринимательскую, но не социальную, родится какая-то, может,
все равно идея, мысль, которая будет востребована для решения социальной проблемы. И вот сегодня очень актуальна и востребована система проектного менеджмента, позволяющая очень грамотно, аккуратно и качественно реализовать свои проекты. Я вам не буду давать курс проектного менеджмента, это отдельный тренинг, но я вам хочу рассказать об постановке цели. Вообще, я считаю так, что в любой деятельности, даже просто в принципе большинство происходит в жизни, да, как мы работаем в компаниях, мы не понимаем, что делать, там, делают наши сотрудники, мы не понимаем, куда мы двигаемся, какой стратегический план, какие дальнейшие шаги и тому подобное. Именно проектный менеджмент позволяет избавиться от этой всей суеты и четко выстроить технологию реализации проекта. Для начального этапа, в общем-то, вам главное просто понимать цель. Я вам сейчас, давайте начнем с того, что такое проект, по вашему мнению, быстренько, и потом перейдем к цели. Это ожидаемый результат. Ожидаемый результат. Давайте, да, пусть будет результат. Ожидаемый. Ожидаемый. Ну, он, результат в итоге будет. Продукт. Дорога к выполнению цели. Как? План, да? Какой-то план. Схема, да. План работы. Что, Да. цель или проект? Проекта, да.